Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске вы убедитесь в том, что Якутия – это не только полюс холода, алмазы и олени. Сегодня Якутия еще и IT-столица Дальнего Востока. С каждым годом Якутия открывается миру в новых ликах, и это не может не радовать. Квартал труда дал свой старт. Теперь якутская креативная индустрия сможет создавать лучший контент в стране. Что же такое креативная индустрия в квартале труда? По сути, это место сбора талантливых и творческих, которые превращают свои таланты в бизнес. Кино, анимация, музыка, мода, дизайн, игры, мобильные приложения и многое другое. Сплав колоритных якутских традиций, цифровых технологий и особого куража, какой можно увидеть в самых современных азиатских креативных центрах от Сеула до Сингапура. Сейчас в квартале уже 70 резидентов. Глаза горят, амбиции догнать и перегнать кей-поп, Netflix и даже Disney. Подробнее о резидентах и проектах узнавала Светлана Амосова. У якутских резидентов сейчас появились новые возможности для развития творческих потенциалов. В креативном кластере «Квартал труда» открыты десятки студий различного направления. Мы сегодня открыли ворота для резидентов, теперь они могут заезжать, ремонтироваться и уже создавать свой контент. Идеология республики, да, вот если вот вся стратегия республики сжать до одного предложения, это богатые, счастливые люди. Ну, богатство, понятно, это экспорт там, нефти, алмаза, угля, золота, то, чем богата наша природа. Но счастливым можно стать только тогда, когда ты реализовал свою мечту. И вот мы про это, вот и IT-парк про это, и креативный кластер. Чтобы снять фильм, написать книгу, записать собственную песню, не надо ехать в другие города. Все это можно реализовать в креативном кластере. Уникальная студия XR. Благодаря его техническому оснащению здесь можно записывать фрагменты для фильмов в реальном времени. Можно менять любые декорации и загружать любой фон. В итоге получится готовый продукт для фильмов и видеороликов. Это первая и пока единственная подобная студия в Якутии. Также в соседних комнатах разместились студии по цветокоррекции, анимации, дизайна и профессиональной звукозаписи. У нас очень много сейчас молодых талантов, которые нуждаются в том, чтобы их поддерживали. И теперь мы можем поставлять настоящую якутскую, нашу родную музыку для того, чтобы ее услышала вся Россия. Перед креативным кластером стоят задачи по развитию новых видов экономики и, в частности, созданию контента, который будет способствовать развитию республики и страны. Алексей Чекунков во время посещения познакомился с его резидентами и был приятно удивлен. Огромного удивления от того, сколько много творческих, мирового уровня, креативных кадров, людей, бизнесов содержит в себе республика. Искусство – это когда люди вкладывают свою душу, и создается чудо. То, что здесь мы видели творческих людей всех возрастов, от маленькой девочки, которая подарила мне книжку сказок и несла в себе мощный символ, легенду, до уже зрелых людей, которые посвятили десятилетия творческой работы. Вот это важно, и диалог поколений. Также Алексей Чекунков отметил, что разработки креативных индустрий в скором времени станут таким же брендом, как алмазы и северный холод в Якутии. И подчеркнул важным тиражировать этот опыт на Дальнем Востоке и Арктике. Светлана Амосова, Семен Семенов, Григорий Николаев, Якутск. Республика поборется за звание самого креативного региона в России. Эксперты Российской национальной премии в сфере креативных индустрий определили шорт-лист, в который вошли 50 финалистов, претендующих на высшую награду для креативного сообщества в 10 номинациях. В номинации «Креативный регион» представлена Якутия. За звание самого креативного региона в России Якутия поборется с Красноярским краем, Татарстаном, Нижегородской и Тюменской областями. Russian Creative Awards представляет экспертами уникальную возможность познакомиться с креативными пространствами, проектами и творческими предпринимателями со всей страны. Это расширяет географию сотрудничества и позволяет спланировать совместные проекты на будущее. Мастерские аниматоров, художников и графиков, ювелиров, дизайнеров костюмов для студентов АГИКИ откроют на базе креативного кластера «Квартал труда». Кроме этого, вуз планирует запустить уникальные образовательные программы.
Так, на территории кластера будет выстроена образовательная среда совместно с партнерами, в частности, с Universal University, Высшей школой экономики Дальневосточным федеральным университетом. Ожидается реализация учебных программ в области урбанистики, кино, анимации, дизайна, костюма, VR-технологий. Мы будем работать и с другими компаниями, например, Сахабулт, корпорация развития Якутии, кластер «Квартал труда», где мы займем такое солидное пространство для того, чтобы наши дизайнеры, художники, косторезы, ювелиры продвигали, развивали какие-то, благодаря высококлассным специалистам, которых мы будем приглашать, продвигали, развивали новые продукты. Мы создадим очень серьезную, хорошую, мощную кампусную среду для того, чтобы нашим студентам было комфортно и весело жить, и в то же время получать профессиональные навыки для того, чтобы работать, остаться, жить на нашей прекрасной, замечательной Якутии. Вопрос о креативных индустриях на самом деле новым не является. Это тенденция, которая складывается в мировой практике уже давно, включает в себя такие направления, как архитектура и урбанистика, дизайн и литература. То есть все классические образцы культуры, которые у нас всегда были в рамках творческих союзов, Министерства культуры, например, да, то сейчас они переходят в плоскость, которая связана больше с экономикой. То есть индустрия – это и есть экономика. Поэтому этот переход, я думаю, что он очень такой интересный. И переход этот связан с очень большими переменами в классических областях культуры и искусств, потому что это длится уже несколько лет, безусловно. А что касается креативности у молодых людей, у студентов, безусловно, креативность – это, это же не только творческость, да, а креативность – это найти решение, выход из любой ситуации. Вот что такое креативность. Наша молодежь действительно очень талантлива. Якутянка, участвующая в шоу «Новые танцы» на ТНТ, вошла в финал программы. Маргарита Матвеева участвует в танцевальном батл-шоу «Новые танцы» в составе команды Red Haze Crew. Команда уже с 3-м номером побеждает своих конкурентов, причем в последнем выступлении батл состоялся не между 2, а уже между 3 сильнейшими танцевальными группами страны. Участники программы борются за главный приз 7 миллионов рублей. Якутяне всегда с радостью наблюдают и болеют за своих соотечественников. Это монолитность, которая меня очень сильно поразила, присутствовала вот здесь. Ну что же, Red Haze проходит в следующий этап. На днях в городе Андырь пройдет 6-й арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». 2 якутские кинокартины «Белый ангел тундры» Александра Лукина и «Не храните меня без Ивана» Любови Борисовой вошли в программу международного конкурса полнометражных фильмов. Якутские киноленты будут бороться за главный приз с 10 работами из Канады, Норвегии, Исландии и других регионов России. Помимо этого, в конкурсе короткометражных документальных фильмов также участвуют 2 работы якутских режиссеров «Выход» Арбугаевых и «Дети войны» Сарданы Барабановой. 2 якутских фильма вошли в программу 1-го фестиваля авторского кино «Зимний». В начале декабря в Москве пройдет 1-й открытый фестиваль авторского кино «Зимний», где в основную конкурсную программу вошли 10 отечественных кинокартин. В числе претендентов на главный приз оказались 2 якутских фильма «Айта» Степана Бурнашова и «Не храните меня без Ивана» Любови Борисовой. Кстати, последний фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степане Березикове, который периодически впадает в летаргический сон, и только художник Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но так как Попов уезжает на продолжительную экспедицию, Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы его случайно не похоронили заживо. О, Господи, грех-то какой. Но с кем не бывает.
Эмеда? Вот охтренник поларей. Физически он абсолютно здоров, так что тут медицина бессильна. Неужели ничего нельзя сделать? Не думаю, что это вопрос физиологии. Скорее надо лечить душу, а не тело. Степан! Котом кайтарал. Твоя альбатараста. Он келетау кайтоларабан. Ну а любимые герои мультфильмов заговорили на якутском языке. НВК «Саха» запустила детский контент на якутском языке. С помощью мультфильмов дети познакомятся с мифами и бытом якутского народа. Также создали образовательные и развлекательные программы на родном языке. Правительство республики ставит цель в развитии родного языка и его сохранении. С этой задачей команда справилась на отлично. Благодаря продвижению родного языка в цифровой среде дети будут лучше знать и говорить на якутском языке, отметил зампред правительства Сергей Местников. Одним из значимых проектов, которые мы запустили в этот юбилейный для нас год, в год столетия СССР, это перевод российских мультфильмов на якутский язык и создание собственных якутских мультфильмов, которые основаны на нашей культуре, на нашем языке. И перед нами стоит задача, чтобы дети наши Якутии в свободное от учебы время заходили и смотрели наш якутский контент. Такую задачу поставил глава республики перед нами, перед правительством, перед соответствующим министерством, для того, чтобы мы в интернете создали как можно больше контента на родных языках. Наши якутские просторы все больше покоряют сердца путешественников и туристов со всего мира. «Москвичка» сняла документальный сериал о походе по диким дебрям Якутии. Фильм «Путешествие в горы Якутии» Марины Галкиной появился на YouTube. Многосерийная документалка рассказывает от первого лица о москвичке, в одиночку идущей по дикой тайге и тундрам к своей мечте. За прохождениями героини следят сотни тысяч зрителей. Создательницу фильма не остановили ни комары, ни мошки и даже медведи. Путешественница в июле текущего года отправляется в Восточную Якутию, чтобы отдохнуть и погреться на жарком солнце. Ее целью становится труднодоступный, покрытый ледниками горный хребет Сунтар-Хаята. Чтобы до него добраться, женщина едет автостопом по трассе Колыма и уходит на маршрут по дикой природе. На себе Марина Галкина несет самодельный рюкзак, более 30 килограммов груза и надувную лодку. Она использует самую бюджетную туристическую одежду. Ночует в крошечной палатке с катки на обжитой медведями местности. В пути москвичка изредка встречается с эвенами, оленеводами и туристами. На сегодня на YouTube-канале Марины уже 9 серий. После прошлогоднего путешествия по Таймыру, холодного, сырого, безлесного края, летом 2022 года я решила отдохнуть. Погреться в тайге у костра, где-нибудь южнее полярного круга. Мой выбор пал на Восточную Сибирь, на хребет Сунтар-Хаята в горах Якутии и Хабаровского края. Путь в эти горы, в самом их сердце высокий, с ледниками, начинается с федеральной трассы Якутск-Магадан, или, как по-другому ее называют, с Колымской трассы. А она начинается с парома через Лену. Немного о спорте, а именно о масс-рестлинге, якутском виде спорта, что стал популярным по всему миру. Так вот, в спорткомплексе «Мадун» сегодня пройдет чемпионат Якутии по масс-рестлингу в абсолютной весовой категории. Турнир сильнейших будет посвящен 60-летию Федора Дегтярева. Накануне завершилась мандатная комиссия и жеребьевка участников. Всего 3 комплекта наград разыграют у мужчин до 75 килограммов, 13 участников, свыше 75 килограммов, 6 участников, среди женщин 5. Соревнования станут отборочными на абсолютный чемпионат России, который пройдет в Северной Осетии с 9 по 11 декабря. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!